Итак, мы начинаем разбор домашнего задания. Давайте начнем с Арины, да. Я сейчас включу рабочий стол. Сейчас, подождите. Так, показать экран. Если вы видите экран, поставьте, пожалуйста, 4. Экран видите, 4 поставьте, пожалуйста. Так, чтобы я понимал. Так, но вы должны видеть мой экран. Так, я как понимаю, да. Так, ну давайте, смотрите, вот начнем с домашнего задания с Арины. Так, сначала примеры разберем, а потом основные ошибки. Ну, я так понял, что, видимо, я не совсем понятно объяснил, но я думаю, что сегодня, наверное, мы как бы утрясем эту тему. Пюн шарым шас щите шаста тургам. Вот смотрите. Пюн шарым шас щите паршатханда. Паршатханда. Ну, допустим, мин тургам, да. Почему не часто, а именно паршатханда? Сейчас попытаюсь объяснить еще раз. Будет понятно или нет ли. Вот, смотрите, когда время, то есть период времени стремится к 5, допустим, ну, в общем, первая половина, когда стрелка идет от 0 до 30, да, вот, там 10 минут 5, там 15 минут 5, 20 минут 5, тогда лучше сказать до 30, допустим, шиберга пис минута щите паршатханда, да, вот, удобнее будет пользоваться именно вот этой формулировкой паршатханда. Это с 0 до половины, да. Но если мы говорим без 5, допустим, да, тогда уже паршатханда мы не применяем. Тогда надо будет сказать, мы сейчас дойдем до этого примера, пис минута шох алты шасты. Применяем падеж. Не деепричастную форму паршатханда, а падеж орнга падеж, ну, местный падеж называется. Когда, в какой период времени? Часто. Это вот тогда мы применяем падеж. В общем, до половины применяем деепричастную форму. А если без, применяем падежную форму. Вот сейчас, да, и давайте теперь посмотрим. Аннан пис минута сикске паршатканда. Здесь все хорошо. Пис минута сигске паршатканда 5 минут 8, да. Ванна дашунгам. Все верно. Сонам он минута щох тох часто. Вот смотрите, тут правильно все сделано. Вот именно он минута щох. Смотрите, щох, да, без 10, 9 тох часто. Вот именно тут без 10 применяем часто не деепричастную форму, а падежную форму. Тут все верно сделано. Вот еще раз, давайте еще раз обратим внимание. Вот пис минута сикске, 5 минут 8, да, до половины применяем вот эту вот деепричастную форму, паршатханда. А когда уже без, в русском языке, когда без идет, да, там без 25, без 20, без 15, то есть вторая половина, ну, без скольких-то минут, там, как 9 часов, допустим, да, тогда применяем падежную форму. Тогос часто. Вот именно часто. И все. Вот основное отличие. И тогда все будет правильно. Дальше. Шиберга минута щох он. Теперь замечайте, да, что тут надо будет применить, вот, потому что шиберга минута щох без 20, значит применяем падежную форму. Он часто. Да, падежная форма часто. Именно слово часто. Да. Шиберга минута щох он часто. Шижен неме тимнем. Все теперь будет правильно, да. Шарым час тертке паршатханда. Тут все правильно. Половина 4, да, до половины включительно берем. Паршатханда, тут все правильно. Ибдега тох стейткам. Тоғысқа үгірі четкенде телефон сығдыртқан.
Так, тут я не совсем понял. Тохска угрычткенде. Когда обучала работе, получается, да? Тохска угрычткенде. Смысл не совсем уловил, но формально правильно выстроено предложение. Просто смотрите. Тохсте может быть угрычткенде, если на работе, когда обучала, да? Тохсте угрычткенде, когда вела занятия, допустим, да? Тогда верно будет тохсте угрычткенде телефон сагдырткан. Таңда шиберга минута онға паршатсы. Тут верно. Троллейбустық алып парым. Тут все правильно употреблено. Таңда шиберга минута онға паршатсы. Все верно. Он бір часқа шитчетсе, тынаным. Тут все тоже корректно, все правильно. Он бір часқа шитчетсе. Да, когда будет доходить до 11, я буду отдыхать. Таңда шарым час алта паршетсе, кинокером. Тоже все верно. Все правильно. Пабам телевизор көршеткенде, ибзер килгам. Все правильно. Но если уточнить, да, формально все правильно, но в данном случае можно сказать следующим образом. Пабам телевизор көршеткенде, ибзер айлынгам. Ну вот, вернулась домой с работы, допустим, или еще откуда, да. Лучше употребить айлынгам. Тогда будет вот именно чисто хакасское такое помышление, да. Пабам телевизор көршеткенде, ибзер айлынгам. Ну, ибзер килгам, можно сказать. В принципе, там все нормально. Так, ну, в общем-то, хорошо. Вот еще раз, давайте я заострю ваше внимание. Он минута щох тох часто. Когда мы говорим, падежную форму употребляем, когда за, то есть вторая часть циферблата, да, за 30 минут, там, без 25, без 20, без 15, без 10, там, и так далее. Но когда стремится к получасу, пис минута сикске, вот, сикске, да, пис минута, да, 5 минут, там, 10 минут, 15 минут, 5, там, вот, тогда применяем вот эту форму паршитканда. И все. Ну, давайте теперь разберем. Тогда, сейчас, подождите, я посмотрю, вот. Когда на работе учила телефон, да, вот я кажется, правильно ответил. Тоғысты угрычеткенде, да, вот именно тоғысты на работе, место, вот где на работе, тоғысты. Помните, да, вот этот падежный аффикс у нас, да, де, тати. Так. Ну, давайте теперь рассмотрим пример Юли. Да, давайте. Шиберга минуты сикске парчетканда будильник сыгдырткан. Вот смотрите, сыг, тут сыгдыратхан. Пишется так. Сыгдыратхан. Шиберга минута сикске парчетканда 20 минут 8 зазвонил будильник. Все верно. Шиберга пис минута сикске парчетканда мен тургам. Да, 25 минут 8 я встала. Урте. Все правильно. Он бис минута щох сигас часто азрангам. Тут все верно. Так, ну, тут запятую уберем. По-моему, здесь запятые не нужны. Так. Он бис минута щох сигас часто. Вот смотрите, да, без 15, без 15, вот, да, в русском языке, если без, то употреблено правильно, падежная форма. Все правильно. Пис минута щох сигас часто, мин ср. Вот, смотрите, да, мин срлиргам, да. Но вот эта часть формально правильно, без 5 падежная форма, да, часто, все нормально. Теперь мин срлангам, да, ну, красилась, да. В хакас срланырга красится, срлангам. Срланырга красится, срлангам, прошедшее, срланган, да, это если он, она, прошедшее время. А если мин срлангам. То есть, Юля, надо будет обратить внимание на таблицу, где мы проходили вот эти вот спряжения по лицам, да. То есть, надо будет аффиксы лиц еще раз заучить. Шиберга минута тохска паршатканда мин тонан. Да, вот смотрите. Тонаныр это будущее время, тонангам прошедшее, да. Поэтому тут и будущее, и прошедшее вместе пыталась употребить. Вот так будет. Шиберга минута тохска паршатканда. Вот, 20 минут 9.
Вот тут все правильно. Да. Паршатканда мен тунандым. Шарым жас тоғызға паршатканда мен сыхам. Мен, лучше сказать, ибдам, уточним, да? Из дома вышла. Шарым жас тоғызға паршатканда. Все верно. Мен ибдам сыхам. Я вышла из дома. 4 минуты шох тоғыз час. А, вот смотрите, вот. Когда мы употребляем время в падежной форме, то числительные не склоняются. Вот запомните вот это еще теперь следующее правило. 4 минуты шох тоғыз не склоняется. Часто, так, часто мен тоғызды болғам. Вот, без 7, 9 я была на работе. Так, 15 минута ике паршатканда мен тасқар барғам. Я вышла на улицу. Все правильно. Ике паршатканда. Шарым жас ике паршатканда мен кафеда азырынғам. Тоже все правильно. Шарым жас ике паршатканда, 1:30 я кушала в кафе или обедала, да. 9 минут шох ике паршатканда. Вот смотри, вот теперь, наверное, вашу ошибку замечайте. 9 минут шох, где уже шох, да, там нужно применить вот падежную форму. 9 минут шох и к. Часто. Без. Да, если без, применяем падежную форму. 9 минут шох и к. Часто мин офис татонгам. Да, я уже была на офисе. Ну, в офисе работала. Он минута щите паршатканда, а вот тут уже стремление, да, тут уже правильно. 10 минут 7, да, мин ибзерсхам. Все верно, все правильно. Так, ну, в общем, надеюсь, что вы поняли, да, основную идею. Вот, на вопрос, допустим, не сейчас вы уже можете ответить и при этом уже обсказать свое действие, в какой период времени вы что-то делали. Давайте мы теперь продолжим дальше изучение числительных. Так, ну, надеюсь, я теперь понятно объяснил. Так, давайте теперь рассмотрим числительные дальше. Мы в тот раз как бы быстро прошли. Давайте теперь, смотрите, сделаем домашнее задание на порядковые числительные. Давайте еще раз мы пройдем примеры, более уже точно будем разбирать. Да, смотрите, постагы, я вот тогда объяснял, что принже нету в хакасском языке, хотя слово пр у нас с этого числа начинается еще, да, пр и кюс. Но в порядковых числительных постагы первый. И дальше по порядку. Икинчи, үзинчи, төртинчи, пизинчи, алтынчи, шитинчи, сигизинчи, тогузинчи, онынчи, да. Теперь давайте домашнее задание будет такое. На порядковые числительные придумать предложение. Ну, допустим, пример предложения. Икинчи класста угренчи. Допустим, да, вот предложение. Что тут можно добавить к вашему примеру? Как вы можете составить? Вы можете сказать минын палым, да? То есть мой ребенок минын палым икинчи класста угренчи. Да? Алай ол өзінчі орынны алған. Он взял 3-е место. Тут что-то можете добавить. Марыгларда, марыг это соревнование, марыглар соревнования, марыгларда на соревнованиях хызым, допустим, да, или олгым, үзінчі орынны алған. В общем, надо будет добавить 2-3 слова для развития, ну вот, потренироваться, чтобы составлять письменную речь, да, научиться составлять. Пизнче палызы тюреды. 5-й ребенок родился. Ну, допустим, можно добавить öğrenmenin, падежную форму, да. У кого? У подруги. Öğrenmenin пизнче палызы тюреды. Просто добавили, да. Или там может быть у сестры пижемнің пизнче палызы тюреды. Можно пижемнің иккінче палызы тюреды. Пижемнің үзінче палызы тюреды. В общем, таким образом возьмете за основу вот эти вот порядковые числительные, за этим краткие фразы и к ним составите предложение. И мы на следующих занятиях более
подробно будем уже разбирать ваши идеи. И там уже как бы будем опять уточнять, правильно ли выражена мысль или нет. И таким образом мы будем продолжать практиковаться в числительных. Идея, надеюсь, понятна. Так, в общем, домашнее задание по порядковым числительным надо будет сделать, составить предложение. Также 10 по 10 предложений примерно. Ну, если там, ну, посмотрим потом, надо будет ли уточняться или нет. Ну и вот на завершение теперь давайте почитаем текст из газеты «Хабар». «Суеннер ансамбль Хыхрща». Так, ну посмотрим, да. Я сегодня как раз был на концерте Евгения Александровича Улугбашева «Хансен». Ну, концерт был интересный, на мой взгляд. Было интересно посмотреть, я заснял, ну, потом выложу, надеюсь, в YouTube. Ну, давайте, теперь Саяна приезжает 30 ноября, да. Сегодня у нас 28. Ну, давайте посмотрим, что о них тут говорится. Соеннер ансамбль Хыхрща. Соеннер, Саяны, ансамбль. Хыгрща буквально зовет. Да. Хыгр зови. Хыхрща зовет. Тут еще есть хыхрща читает, да, можно перевести. Но в данном случае слово хыгр, хыграрга еще звать. Не только читать, но и звать, зазывать, допустим, да, приглашать. Суеннер ансамбль Хыхрща, ансамбль Саяны приглашает, если в русском по-русски, да. Ахбанде 30 ноябрьда 18 шасте Суеннер Сарнер позителбектер ансамбле концерт Кюзидер. Ну давайте вот Кюзидер, Кюзит показывай, Кюзидер покажет. Покажет что? Концерт покажет, да. Покажет кто? Суеннер. Да, Суеннер ансамбль. Ансамбль Саяны покажет концерт. Так, ансамбль какой? Сарнер позетельбектер ансамбль. Сарнер песни, пазе и тельбек это танец, тельбектер танцевальный. Получается, Саяны ансамбль песни и танца. Да. Ахбанде в Абакане от 30 ноября до 30 ноября 18 часов Саянны песня и танцы ансамбль. Ну это я перевожу дословно хакасские слова. Концерт Кюзидер, покажет концерт. Ол хакас филармония зынде иртер. Ну думаю, тут вам уже перевод не нужен. Филармония зынде иртер. Ирт проходи, иртер будет проходить. Он будет проходить в Хакасской филармонии. Това ансамбле пермун тоғыз шүз алтон тоғыз шылды тюстелген. Тюстелген, тюстель, организовывайся, основывайся. Тюстелген был основан. Когда? Шылды в году. В каком? 1969 году. Тыва ансамбль, Тувинский ансамбль. Ну, Тувинский ансамбль в 1969 году был основан. Артистер илікшіл түрен ширинні немес хазнабысты раха саблындыршалар. Саблындыршалар, саблындыр. Саблыныс это известность. Саблындыр, так, как по-русски это перевести, это сабло. Ну, в общем, становится известным, да, саблындыршалар становятся известными. Раха, рах далеко, раха далеко известными. Так, саблындыршалар, тут как бы, блин, вот плохо тоже русский язык, плохо знаю. Да, так, смотрите, дальше. Артистер, артисты, 50 лет, илікшіл, 50 лет, тюрен чиринне немес. Тюрен чири, родина. Тюрен чиринне немес. Немес это отрицание. Не только родину. Тюрен чиринне немес, не только родину, запятая, а что еще? Хазнабысты, хазна, государство. Хазнабысты, наше государство. Раха далеко, саблындыршалар, ну, в общем, делают известными. Вот синоним найти не могу.
Так, дальше. Соеннер үс өмеден пүтше. Соеннер үс өмеден пүтше. Пют от слова возникай, организовывайся. Состоит еще пүтше. Пүтше состоит. Үс 3. Öme группа. Саяны состоят из 3 групп. Каких? Ыржылар, тельбекшилер, музыкантар. Ыржи – певец, ыржылар – певцы, тельбекшилер – мы проходили тельбекши, тельбек – танец, тельбекшилер – танцоры, музыкантар – музыканты. Певцы, танцоры, музыканты. Артистер – хады пірге тоғынып, хайхыстық ойынар шайыпшалар. Шайыпшалар – шайырға, от слова шайырға, творить. Шайыпша – творят, творит, шайыпшалар – творят. Шайыпшалар творят. Ойыннар, ойын – игры, буквально игры. Ну, тут в широком смысле обозначено творческие вещи, да, можно сказать, создают ойыннар. Хайхыстық – удивительный. Удивительные игры создают, ну, творят. Артистер. Артисты удивительные игры творят, но тут оборот, да, деепричастный. Хады пірге тоғынып. Тоғынып, работая. Хады пірге вместе, в коллективе, да. Хады вместе, пірге в единицу получается. То есть вместе, в одно и вместе тоғынып. Концерт пастыры хонжықтарыбыстың тархынынан, культурызның танызырғы шарир. Танызырға знакомиться, шарир можно. Можно знакомиться. С чем можно знакомиться? Тархынынан. Тархын – это история. Тархынынан с историей. Культурызның с культурой. Можно ознакомиться. Концерт пастыры. Пастыры через переводится. Концерт пастыры через концерт. Так, хонжықтарыбыстың. Хонжық буквально сосед. Хонжықтарыбыз наш сосед. Хонжықтарыбыстың тархынынан. То есть с историей нашего соседа, с культурой нашего соседа можно ознакомиться через концерт. Так, на ойын тыва шунның хайына слик кюглерине пайполар. На ойын, буквально переводится на новый, ойын игра, да, но в данном случае новая постановка. Сейчас слово ойын употребляют еще, допустим, в смысле театральная постановка, спектакль ойыны, да, театральная постановка получится, не просто игра. На ойын новая игра, новая постановка. Тыва шонның хайына, тыва шонның, тувинского народа, хай горловое пение, хайна горловому пению, слиг кюглерине, слиг красивый, кюглер песни, кюглерине красивым песням, мелодиям, еще имеется смысл, да, пай полар, пай богатый, полар будет. Новая постановка тувинского народа горловому пению, красивым мелодиям будет богат, да, ну, вот как-то примерно так. Ну, в общем, идеи поняли, надеюсь, можете потом заново перечитать текст и попытаться еще раз вспомнить слова, которые были здесь произнесены. Да, прославляют, я никак не могу вспомнить, да, спасибо. Вот, Алгыс Ползын прославляет, да, действительно. Так, Суруглар Парба. Сурглар Парбам делают знаменитыми, прославляют. Тоже слова выскакивают из оборота, в смысле из головы потом вспомнить не можешь. Ну, на сегодня пока все. Задание домашнее поняли, наверное, да, поняли. Из собирательных числительных, давайте еще раз. Да, ой, собирательно говорю. Из порядковых числительных по вот этим фразам составить предложение. Ну, посмотрите еще нижние фразы, тоже можно будет их употребить. А потом уже разберем ваши примеры, и там уже будем уточняться и уже
заучивать, ну, в общем, шаблоны употребления. Че сургулар шоқ ползы, алғыс ползым, таңды 8:30. Завтра в 8:30. Также встретимся. Че сургулар шоқ ползы. Если вопросов нет, то до завтра. Таңдағы 4. Че аным жоқтар, алғыс ползын келгеніңер үшін спасибо за то, что пришли. До завтра. Таңдағы 4. Че аным жоқтар.